Начнем семинар, конференция период пандемии мы ее назвали. И также совмещение идет с публичным обсуждением научных фаз России за третий квартал 2020 года. Сегодня у нас гости. Кроме того, что у нас есть публичное обсуждение, которое мы ежеквартально должны проводить, у нас еще есть соглашение с правительством Республики Ингушетия, в соответствии с которым план мероприятий, если есть представители министерств, то рекомендуем посмотреть этот план мероприятий, потому что там в основном скоро будет там как-то подведение черты по его реализации, но очень мало министерств, которые вообще приступили дальше к реализации, поэтому спрашивают просто, что будут скоро правительство. Руководство тоже передает, что можно им заняться. Если будут какие-то вопросы, то основной ответственный должностное лицо за этот план, я так понимаю, это сотрудники Министерства экономики Республики Ингушетия. Все к нему, к обзору, все вопросы нужно ему адресовать. По сегодняшней повестке тогда модератором выступлю. У нас очень много изменений в законодательстве, в 44-м федеральном законе, и они радикально, так сказать, местами, и еще больше они предстоят пережить. Поэтому мы сегодня к себе пригласили специалиста, руководителя отдела методологии Текторга Василий Некрасов. Тема выступления будет ключевые моменты при работе с электронной площадкой. То, что сбоит постоянно, то, что сложно работать, выкидывает информацию, которую вы разместили, то, что она не отображается зачастую и так далее. Вот эти все вопросы, в принципе, Василий Некрасов после этих вопросов, надеюсь, светит там в этом плане, если у него есть какая-то информация по этому направлению. Вот. А так, сегодня у нас, получается, представители, это заместитель министра экономики Республики Ингушетия, так как мы совместно с правительством это мероприятие наметили, это реализовано со стороны правительства у нас Анзорова, что получается, со стороны Франции, и у нас президент торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия Радмила Нагиева. Я вообще перепутала зал. Тогда я коротко с докладом своим выступлю. Может, да, я не извиняюсь, я не слово. Интересное слово, что или потом станут все вместе. В своем докладе мы затрагиваем те нарушения и ту работу, вообще ту работу, которую мы провели за третий квартал 2020 года. Только за третий квартал, и что, какие нарушения мы выявили, с чем сталкиваемся. Это вот если здесь какие-то названия ведомств прозвучат, это не для того, чтобы кого-то видеть или там показать на кого-то пальцем, ни в коем случае. Это для того, чтобы мы обменивались опытом и предотвращали такого рода нарушения на своей территории, на своем ответственном участке работы. Сначала осуществление государственного контроля над федеральным законом 44 ФЗ. В рамках осуществления контроля в сфере закупок Ингушского фаза России с 1 июля по текущий момент поступило к нам 61 жалоб участников закупки, из которых 13 возвращены в связи с несоответствием требований федерального закона, 5 жалоб отозваны заявителями, по существу было рассмотрено на заседании комиссии 43 жалобы. Из рассмотренных по существу жалоб 3 жалобы поданы на действия федеральных заказчиков и их комиссии, 7 на действия муниципальных заказчиков и 33 жалобы на действия заказчиков Республики Ингушетия. То есть получается у нас подавляющее большинство это вот республиканские закупки. В Ингушскую фазу России поступило 3 обращения к органам исполнительной власти о включении победителей закупок, которые уклонились от заключения контракта в РНП. Одно юридическое лицо было включено в РНП, по одному отказано было включение, и по третьему обращению, там недостаток документов было, мы предложили донести, их не донесли, поэтому оставили это обращение без рассмотрения. Типовые нарушения в этом году это нарушение части размещения информации в единой информационной системе. Так заказчики нарушают сроки размещения извещения о проведении закупок, сроки размещения информации документов, связанных с исполнением обязательств по контракту, сроки размещения разъяснений положений закупочной документации. Из части нарушения порядка отбора способа определения поставщика. Это наиболее часто заказчики нарушают требования закона контрактной системы в части выбора способа определения поставщика при заключении контракта на основе 93 статьи закона. Нарушения могут выражаться в неправильном применении статьи 93
То есть заказчиком неправомерно столкновено положение конкретной части статьи 93 закона о контракте с теми и заключить контракт с единственным поставщиком, в то время как следовало осуществить закупку конкретным способом. Также нарушение порядка выбора способа определения поставщика заказчиком допускается при превышении лимитов заключения контракта с единственным поставщиком на основании статьи 93. Чуть более подробно, если остановиться на этом, то буквально на прошлой неделе мы 5 материалов направили в прокуратуру республики с признаками нарушения статьи 93. Что имеется в виду? Это в основном учреждения здравоохранения были. Заключались контракты в связи с пандемией, срок поставки 140 дней, 120 дней. Но мы запросили информацию уполномоченного органа, так посмотрели. Максимальный срок проведения торгов у нас это 50 дней. Поэтому если срок поставки 100 дней и более, или даже 90 дней, то заказчик должен понимать, что если он объявит торги, он успеет за этот срок отторговаться, сэкономить и так далее. Поэтому заключать контракты с ссылкой на пандемию со сроками поставки и реализации контракта до конца года и так далее, это абсолютно правомерно, так делать нельзя. То есть это получается прикрытие законом для того, чтобы заключить контракт без торгов с единственным поставщиком. И превышение лимитов, тоже просьба обратить на это большое внимание, это также учреждение здравоохранения, сплошь и рядом. Постоянно, если спрашивают, почему такие прямые контракты пошли, они говорят, человек умирал, поэтому, я не знаю, наверное, здравоохранения в других субъектах нет, они не могут планировать свою работу, а у нас она есть, у нас не получается планировать, поэтому органы здравоохранения, учреждения здравоохранения в этом плане в своем подавляющем большинстве работают очень плохо. Нарушение порядка отбора участника закупки – это следующее. Данное нарушение является одним из наиболее значимых ввиду того, что влияет на интерес участников закупки напрямую. Обращаю внимание, что за нарушение порядка отбора участников закупки ФАП образует существенных штрафов на аукционную комиссию. При этом участники закупки могут обжаловать действия аукционной комиссии и установить свои законные права. В случае выявления нарушения порядка отбора участников закупки управление выдает предписание на отмене протоколов и пересмотрит заявку участников закупки. Ну и плюс еще штрафы, которые там от 5 до 30 тысяч рублей. Нарушение части установления требований документации закупки или больше ограничения количества участников закупок. Это тоже часто выявляемое нарушение. Кроме того, что мы даем предписание при выявлении такого рода нарушений, мы еще, если это орган власти, возбуждаем еще дела по монопольному законодательству. Поэтому просьба на это обратить внимание. Следующее – это нарушение порядка заключения контракта или неправомерное изменение условий, также заключение контракта с нарушением объявленных условий закупок. К сожалению, такое тоже часто бывает. Вроде торговались там с понижением на 30%, допустим, а контракт заключили на 100%. Так нельзя. Какие-то дополнительные соглашения потом показываются о том, что пошло завышение работ, там, оказанных услуг и так далее. Это все не обоснование. Так делать нельзя. Ну, к счастью, это бывает редко, но такой при проверке и проведении проверки такое выявляется. Еще в этом году, кстати, вот именно за третий квартал у нас 3 случая было, хотел бы на это тоже обратить внимание, когда заказчик отказывался почему-то заключать контракт с победителем. Ну, просто игнорировал победителя. Вообще не шел с ним на контакт. Во-первых, это штраф 50 тысяч, и еще принуждение его заключить. Бессмысленное действие, но все равно 3 случая мы выявили. И сейчас у нас жалоба на один из республиканских органов власти, что отказывается заключать контракт. То есть победитель жалуется, говорит, что я на одних условиях выиграл, а мне присылают контракт с другими условиями. Я отправляю, я не хочу заключать на ваши условия, хочу на условиях победить, как победить торгов, на условиях торгов. Но как-то заказчик хочет идти на встречу, как-то странная ситуация. Но так делать. Так делать, естественно, нельзя. Но оно просто не пройдет. Эта схема как-то непроходная, как здесь так, на рабочем языке выразиться. Также отдельное внимание стоит уделить инструкции по заполнению заявок, размещенных в составе закупочной документации, в которой может вести участник закупки в заблуждении и отклонение их заявок от участия в торгах. Такие действия часто пресекается комиссия в ходе рассмотрения жалоб по существу. Здесь тоже хотел бы отметить, у нас бывает, что инструкция по заполнению заявок настолько запутанная, что комиссия, если не комиссия составляла это, она сама сидит, не знает, кого отклонить, кого допустить. Там.
То есть заказчик сам себя зачастую вводит в заблуждение, это инструкция. Ну и плюс, если она противоречит друг другу, естественно, да, это внесение изменений, и все. Вот, допустим, если пишем там коробка, ну, грубо говоря, там, размеры там, не менее там, 30, ширина, длина не менее 40, там, высота не менее 50, участник указывает 30, 40, 50, его отклоняет. То есть, если мы сами пороговое значение включили, то они должны входить. Также часто при проведении совместных проверок с правоохранительными органами управления выделяются случаи нарушения объявленных условий контракта. Поэтому важно отметить, что контракт заключается, отметил этот момент. И эти же материалы хотел бы отметить, что мы, естественно, передаем правоохранительным органам, они тоже этим потом далее занимаются. Дополнительно уже сказано, отметим, что по прежнему управлению поступает мало обращений от заказчиков о включении участников в реестр недобросовестных поставщиков. Вот у кого не спросишь, почему примут контракт, либо почему это нарушение, говорят, у нас очень важна закупка была, там, у нас проект, еще что-то, поэтому нам крайне важно было с надежным там, заключить контракт. Если есть такие ненадежные, я не знаю, почему тогда в РМП не управляют. Если у нас есть ненадежные участники, а раз не управляют в РМП, значит все надежные. То есть и таких рабочих моментов очень много бывает. То есть я хотел бы обратить внимание, что направление сведений в РМП для включения в РМП не является правом заказчика, является обязанностью заказчика. За ненаправление, опять же, штраф там 50 тысяч рублей, это серьезная мера. И еще также при проведении проверок мы замечаем, мы видим, что штрафы, пеня и так далее вообще не выставляются. Вот, 99 случаев вообще не выставляются и не взыскиваются. Тут также хотел предупредить, что если это крупный контракт, есть крупная сумма штрафа, которую мы не выставили, да, там не знаю, там какой-то ЖАС проявили или еще что-то, нас потом могут, того, кто это сделал, могут обвинить в ущербе государству, потому что это не наши деньги, не деньги муниципального образования, не министерства, это государственные деньги, поэтому прежде чем прощать кого-то, советую подумать над этим, может ответственность будет нести непосредственно сам заказчик. Основные нарушения в сфере поставки лекарственных препаратов и изделий медназначения помимо вышеуказанных выше заключается применение национального режима. В статье 14 закона контракт 7 установлены следующие ограничения по постановлению правительства об ограничении условий допуска отдельных видов медизделий, происходящих в иностранных государств для целей закупок для обеспечения государственных муниципальных нужд. Тут коротко отмечу, что следующие особенности установлены в настоящем постановлении, при применении которого допускается нарушение требует закон о системе у нас, нашим заказчикам. Запрет объединять в один год. А есть вообще со здравоохранением кто-нибудь сегодня здесь? Нет. Запишем, что нет. Да, но, видимо, они все знают, к сожалению. Здравоохранение является основным у нас нарушителем вместе с Министерством строительства. Контроль в сфере информационного законодательства. Ну, по госзаказу, в принципе, там озвучил за третий квартал работы, который провели. Комиссия управления ФАС России было возбуждено рассмотрено дело в отношении Морска, Северного Кавказа по части 1 статьи 10 закона о контракте защиты конкуренции. Это злоупотребление доминирующим положением. По итогам, то есть тут как было, ну, чтобы и вы знали, сказать, что тут было незаконное отключение электроэнергии с начислением суммы штрафа 20 миллионов рублей. Это незаконное начисление было, поэтому все эти постановления мы дали предписание МРСК Северного Кавказа отменить свои претензии, отозвать их, и плюс еще штраф 27 миллионов составил МРСК. По статье 17, это то, что я говорил, когда мы рассматриваем по торгам, видим, что было ограничение конкуренции, и когда мы переносим у нас 135 федеральный закон, здесь более такие жесткие санкции, переносим сюда и здесь рассматриваем. По статье 17 было возбуждено также 2 дела за ограничение конкуренции, это также в отношении Министерства строительства Республики Ингушетия. Срок строительства школы был назначен в первом случае 20 дней, в втором случае 42 дня. За этот период невозможно построить школу, что было доказано в ходе рассмотрения дела. По статье 18.1 это 223 федеральный закон и все остальные статьи, которые обязаны провести в соответствии с Российской Федерацией.
К нам поступила жалоба на 10 организаторов торгов при проведении по итогам рассмотрения данной жалобы было возбуждено дело о единственном решении происходящего рассмотрения дел жалоба признана частично обоснованными. Вот, при изучении протокола подведения итогов процедуры комиссия управления установила, что данный протокол в соответствии с 117 постановлением правительства, и в связи с чем был вывод признан жалобу обоснованной. Это продажа земельного участка была торги были аннулированы, вот земельный участок заново выставлен. Комиссия Ингушского фаса России также вынесла решение следующее: признание жалобы ООО «Стройинвест» и ООО «Гарант» на действия Министерства имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия частично обосновано. Признание нарушения действий Министерства имущественных и земельных отношений, нарушение части 12, 14, 32.1 закона о приватизации пункта 117 постановления правительства номер 380, выдано предписание. Ну, здесь такого, да, нарушение было, но как оно, можно сказать, более неумышленное нарушение, на предупреждение было выдано одно предупреждение за этот период. Это к нам поступил материал прокуратуры Республики, указывающий на признаки нарушения по законодательству в сфере обращения с отходами коммунальными, с коммунальными отходами, твердобытовыми отходами. Из материала следует, что органы госвласти Республики допускаются обучение в вышеуказанной сфере, при этом одним из таких упущений является утверждение нормативного накопления твердых коммунальных отходов на территории республики. То есть получается, что здесь заправка или небольшой кафе, или, не знаю, там киоск, который там газетами торгует, у них у всех тариф был одинаковый, поэтому правительству было выдано предупреждение пересмотреть данный норматив, посчитать его в течение года с учетом сезонности, вот, и установить его для отдельных сфер потребителей с градацией, с разбивкой. И по закону о рекламе было вынесено 4 решения о признании нарушения требований закона о рекламе. Это в основном СМС-спам, как это уже у нас идет традиционно, и плюс еще, когда оказывается реклама или медицинских услуг, у нас отсутствует предупреждение о противопоказаниях и необходимости консультации с врачом. И вот практика по выявлению административных правонарушений. В третьем квартале на основании решения правления вынесено в комиссию по контролю сфере закона при рассмотрении жалоб действий заказчика полномочного органа Республики Ингушетия о нарушении закона о контрактной системе и о нарушении антимонопольного законодательства, закона о рекламе на основании материалов поступивших в прокуратуру Республики, а также на основании актов, составленных по итогам контрольных мероприятий, вынесено 8 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму 19 404 000 рублей. Оплачено 277 000 рублей. Наиболее частое нарушение является утверждение заказчика документации, не соответствующей нормам статьи 64, 33, 7 закона о контрактной системе. Чуть менее часто является нарушением полномочного органа или заказчиком порядка отбора участников закупок, а именно необоснованное отклонение допуска заявок участников закупок, что предусматривает административную ответственность по части 1 статьи 730 КОА. Кроме того, согласно статье 2348 в рамках своих полномочий Ингушский фас России рассмотрено дела по административному правонарушению в части 1.14.9, это ограничение конкуренции органами, оглашенными лицами органов власти, и части 2 статьи 14.32, это сговор на торгах по возбужденному по факту нарушения требований главного законодательства. Углубляться в это не стану, тогда просто штрафы сами говорят о себе, 19,5 миллионов рублей, это не считая 27 миллионов на морсках, которые наложены значительная сумма, это вот говорит о том, что, к сожалению, нарушения как-то повторяются и продолжаются. Это несмотря на то, что это был период пандемии, и работа у нас была немного приостановлена всех органов власти и заказчиков в том числе. Поэтому, по моему докладу все. Если есть вопросы, я на них отвечу. Если нет, то слово передадим президенту Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия Людмилы Нагиевой. У меня вопрос к заказчикам. Они находятся в указанном сударе, хотела сказать, когда представляется закупка приземления связанных документов, автоэкспертизы происхождения товара, чем присутствует, непонятно, там есть
Хорошо, тогда я хотела бы просто анонсировать, что торгово-промышленная палата в ближайшее время готовятся сейчас эксперты, которые смогут выдавать акты экспертизы, в том числе и листа 1. Если будут какие-то вопросы, в том числе у заказчиков и у поставщиков, скорее, наверное, это для них такая тема, это они обязаны предоставлять акты. Поэтому, если вдруг какие-то вопросы будут возникать, прошу торгово-промышленную палату, всегда будем рады вас проконсультировать и поддержать. Почему не представляете? Тогда в следующий раз источник разорвал, что заместитель министра финансов службы решения. России. Салам алейкум, Полчин. Добрый день. Уважаемые присутствующие члены президиума. Вначале хотел немного по поводу выступления Радмила сказать. Речь больше, наверное, идет про сертификат СТ1, который вы, в принципе, должны знакомы быть. Это по 14 статье, да, национальный режим. Поэтому самая была проблема для наших предпринимателей, для поставщиков, да, для участников этого бизнеса, потому что получать сертификат СТ1 не нужно, а в регионе это было негде. Поэтому я, скажем так, больше сейчас настроен на поддержку предпринимателей, да, на поддержку участников бизнеса, поэтому вот эту информацию давайте все вместе будем доносить до наших предпринимателей. Как вы будете готовы, дайте нам знать, и мы совместно проведем. Уважаемые коллеги, по поводу нашего сегодняшнего мероприятия, вы сегодня услышите выступление представителя площадки по изменениям 44-й закон, поскольку мы больше для предпринимателей, да, вот, это вторая сторона, скажем так, вашей медали, да, вот со стороны, получается, вашего контрагента, то мой доклад, постараюсь быть коротко, будет больше адресован к ним, и поскольку я попытался выбрать, отобрать из изменений этого года, которые уже вступили в силу, некие антикризисные меры, которые поддерживают бизнес, да, которые поддерживают ваших контрагентов. Ну и, соответственно, вам тоже это желательно повторить, уверен, что вы об этом в курсе. Немного по статистике. За 2019 год в России, в нашей стране размещено более 394 миллиардов совокупный объем закупок, да, который проведен на вот эту сумму. Из них около 6% экономия. Что в республике показала статистика? Около 3% экономия и около 240, 0,24 миллиарда получается размещение. Это за весь 2019 год. Что происходит в 2020 году, январь-август 2020 года, в общем по стране процент экономии вырос, более 6%, размещенных сократился, чуть более 262 миллиардов рублей, а вот по республике размещенные выросли, то есть год еще не закончился, но тем не менее размещенные закупки также 0,25 миллиардов, супротив 24. Ну и, соответственно, экономия тоже выросла. О чем эти данные говорят? Эти данные говорят для предпринимателей о том, что национальные проекты работают, федеральные денежные средства, которые направляются на реализацию национальных проектов, они расходуются в общей своей массе по 44 и 223 федеральному закону. Поэтому это некое направление, да, куда мы, как предприниматели, в данном случае те, ради которых мы стараемся работать, могут применить свои силы. По поводу изменений, хочу вам рассказать о региональных мерах, которые мы, скажем так, для поддержки, скажем так, предпринимателей экономики в условиях распространения ковид предприняли в республике, и о федеральных, которые предприниматели, да, вот, больше являются антикризисными. Начну с федеральных. Два пакета, которые можно реально назвать антикризисными, это 1 апреля и 24 апреля, если коллеги меня поправят. В частности, все антикризисные меры, они направлены на то, чтобы, учитывая пандемию, учитывая условия, в которых оказались и вы, заказчики, и предприниматели, максимально помочь. В данном случае больше, конечно, помочь предпринимателям. В частности, первое, это по мне самое главное, наверное, то, что до конца года дана возможность не устанавливать размер обеспечения исполнения контракта в закупках у субъектов малого предпринимательства. То есть, если вы размещаете закупки по статье 30 закона, то вы вправе не требовать обеспечения исполнения контракта. Учитывая, что все ваши закупки подлежат казначейскому сопровождению, то тут вторая норма, второе изменение уже от 24 апреля, где
по закупке, подлежащей казначейскому сопровождению, также вправе не устанавливать размер обеспечения. Вообще никакое обеспечение исполнения контракта. Но это право ваше. Если вы этим правом не пользуетесь, то при казначейском сопровождении не более 10%. Да, это требование закона. Если поставите больше, будет жалоба, да, и, наверное, будет плохо. Поэтому рекомендуем учитывать эти правомочия ваши и ими пользоваться, поскольку это для предпринимателей будет хорошо. Конечно, я не буду касаться вопросов объективности, достоверности, добросовестности, это уже другие механизмы могут работать, но по общему правилу это хорошая мера. Далее, в этом году, до конца года, вам, заказчикам, дана возможность списания начисленных поставщику и не списанных неустоек. Если вы помните, в 2014-16 году была такая норма, это когда вот экономический кризис, да, появился. И в 2020 году в связи с пандемией также эту норму предоставили заказчикам, вы можете списать. Конечно, есть режим, есть порядок, установлен постановлением правительства 783 от 4 июля 2018 года. В соответствии с этим порядком вы можете списать задолженность, то есть пеню, неустойку в данном случае, штраф или пеню, соответственно, неоплаченную, да, и выставленную вами. Далее. Что еще? Установлена возможность освобождения от обеспечения исполнения контракта, в том числе, как было до изменений. Если вы размещаете закупку субъектов малого и среднего предпринимательства, в данном случае малого предпринимательства, если мы говорим о 44 законе, то они могли освободиться и не уплатить, не предоставить вам обеспечение, если там в течение 3 лет, да, там у них есть добросовестность и представить все эти документы. Соответственно, эта норма распространена и на обеспечение гарантийных обязательств. Вы помните, да, буквально года 1,5 назад, как гарантийные обязательства появились в законе, но появился непонятный статус, вроде это право или в то же время обязанность. Это тоже подправили 24 апреля, и теперь обеспечение гарантийных обязательств ваше право. Можете не ставить. Конечно, если вы устанавливаете срок гарантии, требования гарантии, то гарантийные обязательства логично ставить. Но это ваше право, можете их не ставить. Далее, по поводу того, о чем говорил Бадыр Бесланович, части 9, да, часть 9 статьи, части 1, пункт 9, части 1, 93, так называемый да, скажем так, когда можно было в связи с защитой, ликвидации последствий пандемии, и кто во что гораздо. Самое главное, мы не должны забывать, все заказчики, которые могут пользоваться этим правом, то, что это возможно в том количестве и объеме, которые нужны для ликвидации вот этих последствий. Поэтому действительно 150 дней это не очень хорошо. Далее, случаи, не требующие установления обеспечения исполнения контракта. Если вы все-таки установили обеспечение исполнения контракта, то по общему правилу его могут не представлять вам кто. Если у вас победило казенное учреждение, далее, если победитель в данном случае, да, если бюджетное учреждение проводит закупку для приобретения гарантии банковской, если в данном случае бюджетное учреждение стало победителем. Среди вас, если есть такие бюджетные учреждения, то вам закон дал такую возможность это сделать. Поэтому тоже исправили немного закон, подправили, и теперь согласно вот этому и гарантийные обязательства, в том числе установленные заказчиком, на вот эту категорию участников не распространяются. Далее, про нацпроект хорошее изменение. До 1 января 2024 года те, кто реализует нацпроекты, могут полностью 3 в одном, да? И СМР, и ПИР, и оборудование. Вот. Также можно конкурс аукцион, но там есть определенные требования, определенные нюансы. Они установлены с 63 по 56 по 63 статью, часть, вернее, 112 статьи. Поэтому те, кто реализует нацпроекты, очень внимательно ознакомьтесь, пожалуйста, с этим новым порядком. Далее, что было... При казначейском это я все сказал. Что касается федеральных мер, которые больше, как антикризисные, их много, их больше, но вот по мне, как представителя экономического развития, которое также мы развиваем и поддерживаем бизнес, особенно малый и средний бизнес, который у нас в республике почти все, вот эти меры по мне оказались самые надежные. Региональные меры по закупкам.
По закупкам мы приняли две меры. Первое – это распоряжение правительства 193-Р, увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства до 30% совокупного годового объема закупок. Вам, заказчикам, это распоряжение должно было быть направлено, поэтому рекомендуем все-таки использовать его и применять, да, поскольку это распоряжение правительства, и рано или поздно будет проводить анализ исполнения вами этого распоряжения. То есть по общему правилу у нас 15, закон устанавливает, мы рекомендуем объем увеличить. Это поддержка субъекта малого предпринимательства. Вторая мера по закупкам – это поручение в развитии вот этой статьи, части 64 статьи 113, о которой я говорил, что до конца года можно не устанавливать обеспечение исполнения контракта, если у вас закупка у субъекта малого предпринимательства. В развитии вот этой статьи появилось поручение председателя правительства номер ПР-82 16 июня текущего года, которое до вас также должно было быть доведено, где рекомендовано заказчикам не устанавливать обеспечение исполнения контракта при закупках по части 1 статьи 30, а также рекомендовано устанавливать минимальные размеры, да, минимальные размеры обеспечения как заявок, так и контракта. То есть по общему правилу можете не устанавливать, если у вас СНП. Мы знаем с вами, что СНП это часть первая, то есть до 20 миллионов. Да? Если свыше 20 миллионов, то вы вправе устанавливать минимальные, возможно установленные законом размеры. Вот для общего развития, в общем, не совсем связано с закупками, но тем не менее, что дальше, что еще сделано правительством, что еще сделано в целях поддержки субъектов в рамках вот этой пандемии. Принят закон от 25 июня 2020 года, номер 29 РЗ. Данным законом много изменений внесены. В частности, снижена ставка по упрощенной системе налогового обложения с 6 до 3%, с 15 до 7%. То есть всякие режимы, разные режимы, да, доходы, либо доходы минус расходы. Это на полгода, то есть с 1 апреля по 30 сентября. Далее установлена с этого же периода налоговая ставка в размере 0%, то есть так называемые налоговые каникулы для субъектов МСП, которые выбрали режим налогообложения как упрощенный, да, и впервые зарегистрировались в этом периоде. Далее, в 2 раза снижена у нас стоимость потенциального дохода при патентной системе налогообложения. Далее, до 1% снижен налог на имущество организаций, имеющих в собственности коммерческую недвижимость, и которые установили корреспондирующую, скажем так, норму для субъектов МСП своих, скажем так, квартиросъемщиков. Да? То есть торговые центры предоставили скидку на этот период пострадавшего предпринимателя, то закон позволяет им снизить в 2 раза с 2 до 1% в данном случае налог. Далее, принят закон на так называемый для самозанятых, да, на самозанятость, юридически это закон на профессиональный доход, он с 1 января следующего года. Мы все с вами знаем, что в России проводится эксперимент, и в Ингушетии мы присоединяемся с 1 января следующего года к данному эксперименту, и налог на самозанятых у нас начнет работать. Вот. Ну и по линии Министерства имущественных отношений распоряжение 225-Р от 21 мая 2020 года субъектам малого предпринимательства, арендаторам государственного имущества предоставлена отсрочка по уплате арендных платежей за апрель и июль года. И также установленные случаи, когда освобождаются. Вот в сухом остатке максимально коротко постарался до вас довести эту информацию. Если есть вопросы, с удовольствием огромным отвечу. Я вот выписал, забыл на него обратить внимание. По поводу реестра добросовестных поставщиков, о котором говорил Батыр Исламович. Пока изменений нет, мы будем это в осеннюю сессию заниматься. Есть постановление Конституционного суда Российской Федерации от 9 апреля, согласно которым признана несоответствующей Конституции норма статьи 104 пункта 2 части 3 о том, что в КП включается информация об учредителях, которые не являются к моменту заключения контракта участниками общества. Вот будем все ждать, как законодатель исправит, поскольку постановления Конституционного суда не подлежат, к сожалению, большому
обжалованию и отмене. Вот. Да. Спасибо. Хорошее внимание. Я хотел бы сегодня попросить, мы, к сожалению, формат сегодняшнего совещания, семинара, он такой, что мы здесь сидим, а вы там. Конечно, к сожалению, у нас нет. Мы, в принципе, как-то быстро этот семинар решили провести. Во-первых, потому что пусть нам приехал коллега, который готов нам рассказать по изменениях. Обычно это мы платим и едем куда-то на обучение, а он нам сам приехал. Большую благодарность хотел бы высказать вашему руководству. Вот, это очень здорово, что к нам приехали и нас обучают здесь сегодня. Но минус того, что мы сегодня здесь сидим, получается какой-то официоз, кто-то более там. Я думаю, что у каждого есть проблемы на месте. Я понимаю, там есть, так если грубо выразиться, старые участники, в зале видим их, они в принципе все ошибки знают и все будущее знают, то есть какие там изменения будут и так далее. Но есть и новые люди, которых я ранее не видел, допустим. Если есть какие-то вопросы, глупых вопросов в 44-м законе нет, потому что любая ошибка это штраф от 3 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, если только говорить об административке. Поэтому, если есть какие-то вопросы, просто мы с Анзором сейчас прочитали это все на официальном языке, перевести это как-то на более упрощенную систему не получается, так как мы, в принципе, выдержки из законов читали, и те же там, административные ответственность, которые привлекали. Поэтому, если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их, давайте как-то диалог устраивать, это будет очень здорово. Вот самый активный, это приятно, член общественного совета Оренбургского класса России, это ваш Дмитрий Приимов. Еще не активный, только пришел. Ну, уже активный, самый. Мирон. У меня несколько блиц-вопросов ко всем трем докладчикам. Быстро задал, быстро ответ, если получится. Первый вопрос по докладу Батырина. Если насколько я помню, штрафы за прошлый год были в районе 15 миллионов вас или больше? 19 год. Нет, их было больше. Больше? Да. И тенденция по сравнению с 19-20 годом, увеличение штрафов или уменьшение? Ну, вот в 2018 году у нас было наложено, просто если с 18 перейти, значит, 210 миллионов. 210. Да, в прошлом году порядка 70 миллионов было. В этом году будет больше 100 миллионов. Больше 100. Да. Снижение за счет дисциплинированности или пандемии? К сожалению, сказать, вот у нас сговор, да, вот увеличение за счет сговоров, выявление сговоров идет в этом году. В основном это штрафы идут вот из-за того, что он сказал там о неконкурентном соглашении, и плюс еще вот нарушитель у нас МРСК сразу 27 миллионов. Еще есть по МРСК несколько дел, если там также будет принято решение, будут такие же штрафы. Выявляемость нарушений за счет чего? Обращений самих исполнителей и юрлиц или физлиц? Нет, к сожалению, наше общество выстроено, ваше благоволение, так, что ты тоже в курсе этого вопроса. Мы жалуемся в соцсетях, но никогда не пишем официальное обращение. Да. Вот. Эти нарушения мы выявляем сами, либо к нам материал направляет прокуратура. Крайне редко сам заказчик тоже бывает пишет. Вот один из мэров городов наших недавно направил сразу 4 обращения, и по всех 4 есть признаки сговора. Нет, это тоже хорошо, чем потом это кто-то выйдет, вот сегодня это. И еще вот ключевой вопрос по докладу в итоге, уже когда в конце доклада сказали, что основные нарушители это сами заказчики, правильно понял? Да, органы власти. Органы власти. То есть получается, чтобы развить конкурентный рынок, конкурентные преимущества, больше налогов и чтобы у нас было больше бизнеса, бизнесменов, предпринимателей, то есть нам нужно дисциплинировать не предпринимателей, не участников, а заказчиков. Ну, в любом случае, власть должна создавать условия для бизнеса. А если мы нарушаем, не то, что не создаем, мы наоборот нарушаем. Хорошо, учитывая то, что вы УФАС имеете постоянное совещание всех руководителей, по сравнению там, с другими регионами, другими странами, среднестатистические регионы, соотношение нарушений заказчиков и самих исполнителей каково? Судя по вашему докладу, у нас больше нарушают заказчики, чем исполнители. В других регионах как обстоят?
Я могу делать вывод только по тем субъектам, где я работал. В принципе, то же самое. Только есть небольшой уклон в ту или иную сторону. Допустим, где-то больше там не допускают к торгам, где-то больше там при формировании документации нарушается, где-то не размещают итоги. Вот наши еще, тоже не упомянул, хорошо, спасибо за вопрос. У нас очень часто идут нарушения, не размещают итоги выполненного контракта. Вообще, вот это вот любят не размещать. То есть контракт заключили, все, контрактник уходит, бухгалтерия говорит, это не наше, и все. И дальше все это не выставляется. А это бьет непосредственно по участникам закупок. Потому что если он участвует в следующей закупке, он должен подтвердить свой опыт. А опыт подтверждается, допустим, стройки там, акты выполненных работ и так далее. Он не может показать, потому что заказчик это все не выставил на сайте. Соответственно, не допускается. Это очень чревато, потому что он может обратиться тогда с исковым заявлением к этому заказчику, который нарушил его права и который не дал ему участвовать в торгах, и предъявить ему эту сумму. У нас такое же было. У нас было одно из лечебных учреждений, отказало заключать контракт с победителем торгов на 3 миллиона рублей, по-моему, 3 500. Тот пошел в суд, в это время они заново провели торги, заключили контракт с другой компанией, которая более, видимо, более удобна для них была, оплатили им эти 3 500 за год, а потом по тому первому участнику вышло решение суда о том, что он был прав и надо было с ним заключать контракт. И он подал следующий иск о возмещении убытков, и ему 3 миллиона присудили. Получается, ЛПУ, который и так денег нет, заплатила 2 раза за одну и ту же услугу. Потому что, видите ли, там, то ли главврач, то ли еще кто-то не захотел заключать контракт с победителем. Вот это вот вредительство у нас. Ну вот это же уголовное наказание. Нет, к сожалению. Я не знаю, прокуратура смотрит там, как они что там видят, не знаю. ЛПХ и КФХ, которые производят товар, но они не переходят в налоги, они уходят в серую тень. Из общения с ними я понимаю, что у них большая проблема со сбытом. Это начиная там 10 банок сметаны в неделю и заканчивая с разным. В купе они создают приличный оборот. Вопрос торгово-промышленной палате. Были ли ранее разработаны меры по внутреннему протекционизму? А планируется, если нет, и вообще что мы будем делать с местным производителем? На наших полках я вижу все, производители кубанская буренка, все это молочка полностью. Молочка это существенная доля рынка. А FMCG рынок, то есть товар рожденный потребление, совершенно огромную долю. Исходя из, мы с нашим небольшим таким стопчем считали сумму, которая зашла, была перечислена в ингушетии пособие, которое в Риване начислено, это было порядка 6-7 миллиардов рублей. Если рублю, который входит в Ингушетию по любым каналам, не за что зацепиться, то есть производитель, то у нас так и останется операционная республика. У нас один сад-гигант, там 3,3 миллиарда рублей, налоги порядка 160-170 миллионов. И только за прошлый год они еще не зашли в полную фазу. Небольшие КФХшки. Мы писали в нашей организации статью «Садовой истории Ингушетии», что-то читал. На что направлено усилия торгово-промышленной палаты в качестве касаемо именно местных производителей. Как модератор можно просто сразу одно буквально слово. Само слово и сам протекционизм он незаконен. То есть это ограничение. Я знал, что вы скажете, поэтому образцовое региональное управление антимонопольной службы Республики Татарстан допускает протекционизм татарстанских властей. Если там допускается, то я заметьте, вот на президентском дворце один флаг висит в Татарстане. Я просто жил там, я поэтому задал вопрос, кроме протекционизма, он даже сюжет об этом вышел на федеральном канале. И в крупных сетях, Ашан, Перекресток, Магнит, там в каждом магазине есть этикетка, сделана в Татарстане. Ты там был, видел? Да, если можно отвечу. На самом деле этот вопрос я в качестве предпринимателя задавал его руководству республики и Министерству экономики именно о поддержке местного производителя. Что хочу сказать сейчас, да, и что делает торгово-промышленная палата? Мы очень долго тоже об этом думали. Почему в магазинах нет? Я, например, как покупатель, да, с удовольствием брала именно продукцию. Начали изучать вопрос, начали общаться с производителями. Для того, чтобы наша продукция могла конкурировать, не знаю, как сказали, да, та же кубанская буренка, да, крупный производитель. Во-первых, должны быть сертификаты, должны быть сертификаты соответствия, качества, декларации. К сожалению, должна быть брендированная упаковка. К сожалению, очень многие не хотят этим
вот именно эти вопросы не заморачиваются, то есть так, не хотят. Люди твои говорят, зачем нам это надо? Ну, элементарно, как говорю, срок годности. Должна быть определенная этикетка, которая в первую очередь защищает права потребителя. То есть мы не знаем, мы покупаем колбасу, зайдите в любой магазин, посмотрите. То есть там даже нет состава его. Срок, дата изготовления может быть просто наклеена сверху. Не внутри там этикетки, да, как это положено, а просто сверху. Поэтому мы сейчас, я могу сказать, у нас есть уже 2 проекта, с которыми мы прямо точечно работаем, начиная от брендирования упаковки, разработка штрих-кодов, этикеток и так далее. Ну, то есть, Вот сказали упаковку, да, я знаю некоторые моменты, потому что я разрабатывал упаковку по штриху. Вы выпустите 2-3, да, производителей поможете. Мне кажется, в вашем случае нужен просто алгоритм. Вот ООО, там, Анзор, молочная продукция, куда им надо идти? Ветеринарный контроль обязательно, Роспотребнадзор, есть сертификат. Я знаю, что успешный проект по производству сыров, они в принципе получили его, штрих-кода, но не закрылись. Мне кажется, это просто нужно на листочке, там буквально 2 страницы, А4, как просто люди не владеют информацией, не знают. Вот именно поэтому мы сейчас вот отрабатываем на проектах, чтобы вот эти все точки пройти вместе с предпринимателем, и потом предприниматель мог пройти вторую промышленную палату, где у нас будут сидеть обученные люди для этого, да, которые уже будут понимать, какие шаги, шаг за шагом необходимо сделать. Потому что всякое дело имеет свою хронологию. Когда у вас завершится проект? Я думаю, что к концу сентября. Хорошо, давайте 1 октября встретимся. Мы вас пригласим, оставьте контакты. Нет, я сам позвоню. Хорошо. Подолгин, если можно, я тоже внесу. Вот здесь есть мой одноклассник Муса. Муса, скажи, пожалуйста, ты детям сметану, молоко в Карабулаке, где покупаешь, ты спрашиваешь сертификат? Нет. Нет, потому что ты качеству доверяешь. А здесь есть кто-нибудь, директор садика, либо школы? Ну, имеется закупщик садика, школы. Они, когда будут на торги закупать, они по-любому поставят сертификат. Вместе, вот, за министра образования, скажите, пожалуйста, вы затребуете от них, чтобы он расставлял? И, например, возьмем Олегова, да? Не делаю рекламу, хотя очень вкусная колбаса. Ему этот сертификат не нужен, он и так продает. Мы его хотели вывести в Грузию, мы его хотели вывести на другие. Он говорит, пожалуйста, я просто не успеваю. Я не успеваю. То есть, к сожалению, есть моменты, когда предприниматели не хотят развития. Они не так все хорошо. Можно сейчас вернусь. Но сам ПИН, Роспотребнадзора, отсутствие документов у продуктов питания, это существенное нарушение. Правильно, но мы и так и покупаем. Я к тому, что магазины, которые у нас продукция наша даже есть, да, ты прав, это отсутствие информации об этом. Второй момент. Я, к сожалению, не пригласил, не догадался пригласить сюда директоров наших центров. У нас есть центр «Мой бизнес» оказания услуг, у нас есть центр экспорт поддержки. У них федеральные деньги на в том числе сертификацию. То есть, если вы или предприниматели хотят сертификацию, и сертификацию выдает Радмила ТПП, за деньги выдает, он может прийти в наш центр, заключен договор с Радмилой, она вам выдаст сертификацию, мы за это заплатим. То есть мы это везде как можем говорим, рассказываем. Просто вопрос в том, что вот даже сегодня Магаз Таймс, наш сайт, газета Ингушетии, да, и вот телевидение. Тут не приходят люди, просто я к тому, что вот это наша, скажем так, вот такая беда. А так, сертификация, просто вопрос в том, что на закупке самый основной бизнес это закупки, да, выход, объем. Там без сертификации не видишь. И еще на злобу дня, молоко Ингушетии, который производит молоко. У них очень много этого молока, никто не покупает. Но при этом как бы, мы знаем, что знаем. Да? Поэтому очень правильный вопрос. По поводу сделанного в Ингушетии. Хотим реанимировать, хотим вот, изучить хороший опыт Татарстана, Ростова и всего остального. Проживая в Ростове, покупал пряники, сделанные на Дону. Хотя они не вкуснее были, чем кубанские. Да, там. Но вот надо было покупать, потому что такой некий вот у меня то же самое будет покупать сделанное в Ингушетии. Давайте и сюда мы вас призываем, звоните нам, будем вместе думать, как это все сделать. Совместными усилиями власть одна не сможет это сделать, к сожалению. Если больше нет вопросов, тогда слово предоставим нашему гостю, руководителю отдела экологии и культуры Алексею Некрасову. Итак, всем добрый, наверное, уже почти вечер.
Ну, как в том старом анекдоте, у меня есть для вас две новости, и начиная с хорошей, кто сказал, что у меня есть хорошее? Ну, хорошее у меня действительно есть. Говоря про всякие изменения, о штрафах в том числе, возможно, вы услышали, может быть, даже забыли, но был разговор о том, что кодекс административных правонарушений нужно менять. У нас там есть еще до сих пор упоминание о платных закупках, в том числе, да, по 44 федеральному закону. И среди этих изменений есть такая инициатива о том, чтобы первое нарушение по некоторым статьям было предупреждающим. То есть предупреждение не сразу штраф, а вот. И эту инициативу уже многие регионы поддержали, мы просто ждем. Видимо, ждем поправок уже в 44-й закон. А теперь вторая плохая новость. У нас вот у меня выписаны поправки, которые вот охватили 2020 год. В прошлом году, в 2019 поправки тоже были, они не так много федеральных законов, но кардинальные. В этом году и пандемия, и голосование, много-много-много. И нас ожидает еще один пакет, который на начало года был 254 страницы, считайте, практически новый 44-й федеральный закон. Сейчас он уже вырос до 300 с лишним страниц, и я, честно, сам боюсь его читать. Ждем, пока в Госдуму поступит, потому что никак вот не доработают у нас законотворцы его, но, наверное, будет он к концу года. Итак, ладно, вернемся к тому, что у нас сегодня уже есть. Начать про 2020 год, наверное, нужно с 2019 года, с декабря у нас же есть традиция под Новый год подарить заказчикам новые изменения, да, в 44-й федеральный закон, чтобы в январе было что поизучать, почитать. И такое важное изменение в прошлом году, прям 27 декабря, мы, конечно, не ожидали, что все-таки примут, но выпустили некий пакет. 449 федеральный закон, да, он очень много изменений внес, ну, например, с 1 января у нас там теперь указана страна происхождения товара, да, при любой закупке, не обязательно, что даже попадающий под национальный режим. У нас изменился понятийный аппарат, у нас теперь есть понятие просто слова «контракт». Раньше у нас был государственный муниципальный контракт, и были некие учреждения, которые закупались по 15 статье, да, отдельный вид там, юридических лиц, которым выдавали деньги из бюджета капитальных вложений, но они, по сути, заключали договор. А по факту договор, соответственно, с гражданским кодексом, они могли менять на свое усмотрение. И теперь же они заключают контракты. Появилось понятие заказчик, опять же, относящийся к этим гражданам. Далее, этот пакет поправок 449 федерального закона уже весь вступил в силу, за исключением отдельных положений, которые должны были вступить с 1 июля. И с содроганием мы ждали, во-первых, закупки у единственного поставщика в электронной форме, но сразу скажу, это не обязанность заказчика, это возможность, это право провести закупку единственного поставщика в электронной форме до 3 миллионов, но при этом соблюдая лимит по пункту 4 и 5, да, то есть до 2 миллионов или не более 10%, или там, собственно говоря, до 5 миллионов не более 50%. Закупка единственного поставщика, видимо, в правительстве не прошла, скажем так, дальнейшее обсуждение, поэтому у нас ее начали откладывать в течение этого года. Также запрос котировок в новом формате у нас ожидался с 1 июля первоначально, то есть он был заложен в 449 федеральном законе с даты вступления в силу с 1 июля, но опять же его у нас отодвигают. Ну и согласование несостоявшихся закупок все-таки с 1 июля началось. Далее, стоит отметить 469 федеральный закон, маленькое изменение было внесено в 45-ю статью, которая рассказывает о том, как же работать с банковскими гарантиями в случае, если банк лишился у нас лицензии, его отозвали. Далее, в феврале выходит 27-й федеральный закон, который выводит закупки по организации всероссийского голосования из-под действия, скажем так, 44-го федерального закона до конца 2020 года. Следующее у нас началась, собственно говоря, сама вот эта пандемия, режим самоизоляции. У нас объявили готовность к чрезвычайной ситуации, но чрезвычайную ситуацию у нас так и не ввели. И в связи с режимом повышенной готовности у заказчика не было возможности использовать пункт 9 части 1 статьи 93, вот это вот закупки для предотвращения чрезвычайной ситуации, либо устранения последствий чрезвычайной ситуации при объявлении чрезвычайной ситуации. Поэтому там были внесены изменения, как раз в 9 зашел разговор о режиме повышенной готовности, что позволило, собственно говоря, заказчикам действительно осуществить закупки, которые были необходимы для устранения последствий или предотвращения распространения коронавируса. Ну и иные поправки. Далее у нас вышел 107-й федеральный закон. Очень приятная новость, в первую очередь для крымчан и Севастополя. В чем суть? Дело в том, что у нас, когда Крым присоединился к Российской Федерации, естественно, еще экономика не была налажена, и закупочная деятельность Крыма регулировалась отдельными нормативными актами самой республики.
Дальше они уже прошли переходный период, влились в состав 44-го федерального закона, но губернатор Крыма обратился к Владимиру Владимировичу Путину с обращением о том, что стройка в Крыму страдает. Идет дикое снижение цены по аукциону, падение, приходит застройщик и не выполняет свои условия, а это чревато что? Ну, во-первых, там, да, штрафы, санкции к застройщику, поиск нового строителя, а тут уже объект может испортиться, то есть приходится его разбирать, возможно, да, начинать с какого-то этапа, а денег уже на это не заложено, то есть перерасход бюджета, и губернатор сказал, дайте нам возможность выбирать подрядчика постройки самостоятельно, и эксперимент начался. Теперь у нас Крым, в том числе в 2020 году, часть своих закупок может определить своими соответствующими нормативными законными актами, которые должны пройти проверку в контрольных органах согласования, и тогда появится возможность часть закупок вывести из-под 44-го федерального закона. Если в Крыму это удастся, все регионы Российской Федерации надеются, что дадут такую возможность повсеместно в рамках 44-го федерального закона. Но в Крыму это под ответственностью губернатора. Идем дальше. Важный ряд поправок. 124-й федеральный закон, опять же, вносит изменения в 144-й, и в том числе коснулся и 223-го, и 449-го, как раз и 124-й федеральный закон 24 апреля у нас передвинул срок вступления в силу поправок 449 касательно запроса котировок и закупку единственного поставщика в электронной форме. Передвинул их на 1 октября. Далее у нас выходит 180 федеральный закон, вносит небольшое изменение, меняет пункт 6 части 1 статьи 93 закупки у единственного поставщика. И буквально на медне, можно так сказать, вышел 249 федеральный закон, который у нас установил следующее, что правительство Российской Федерации определит некую квоту закупок российского товара, который заказчик должен будет закупить в течение года, сформировать отчет, как о закупке уходит субъект малого предпринимательства. Честно говоря, когда я читал вот эти изменения, я читаю российского товара, да, то есть я вспоминаю, у нас же есть страны-партнеры Евразийского экономического союза, да, почему о них нет упоминания? Я подумал, может действительно протекционизм российского товара. Но уже заглянув в проект постановления касательно определения и отчета о проведенных закупках вот этой минимальной доли, и касательно того, как вообще будет проводиться вот эта минимальная доля, мне стало немножко страшно, потому что все, опять же, у нас упирается в наши ограничения по национальному режиму, которые дают возможность и белорусам, в том числе, принять участие в закупках, и в том числе выиграть и иностранцу, если нету двух участников с российским или евразийским товаром, который предлагает его от разных производителей, и мы будем закупаться, в том числе на общих основаниях, и вполне возможно даже с иностранным товаром. И как тогда нам выполнить вот эту минимальную долю, скажем, там 15% бумаги российской, ну ладно, бумага у нас, по-моему, сейчас под запретом, взять что там, медицинские изделия, допустим, скажут 15%, ну как выполнять, если приходят участники только с иностранными товарами, непонятно, да, соответственно, будем писать отчет о невозможности таких закупок. И 249 федеральный закон с 1, собственно говоря, у нас сентября, строительство, конкурс без рассмотрения первых частей. Честно говоря, очень интересный вопрос по этому поводу, потому что у нас раньше, если помните, конкурсы проводились на бумаге, и Артемьев, руководитель ФАС, настаивал на том, чтобы все закупки шли в электронной форме, потому что по конкурсу самый большой был именно коррупционный момент, когда комиссия, грубо говоря, вскрывая конверты, рассматривал так, как хотел, чтобы выиграл именно удобный им поставщик. Почему? Потому что сразу все условия в заявках видны. Сейчас же у нас будет опять конкурс на строительство, где есть проектная документация, как в аукционе, да, подается только согласием. И заказчику направляет на рассмотрение сразу вторую часть заявки с, собственно говоря, самой квалификацией и цену контракта. Заказчик должен будет сразу же оценить всю заявку целиком. Соответственно, видя предложение участника о цене, соответственно, видя его квалификацию, боюсь, каких-то, опять же, нарушений здесь, наверное, следует Федеральной антимонопольной службе проявить бдительность в этом плане. Вот, но посмотрим, как все это будет развиваться, потому что вторая палка о двух концах, да, у нас стройка по аукциону, если вы помните, это дополнительное требование к участнику закупки по 99-му постановлению, то есть уже наличие некого опыта выполнения строительства, капитального ремонта, то есть участник, он не просто фирма-однодевка, которая вчера была создана, он приходит, он уже говорит, что я что-то умею выполнять, я уже это выполнял. И мы верим ему и говорим, хорошо, вопрос только в цене, но по конкурсу он может не иметь квалификации, получить 0 баллов, дать самую низкую цену и выиграть.
Это страшно, да, то есть вот стоит здесь задуматься. Ладно, касательно федеральных законов, это пока что все на сегодня. Как говорю, ожидаем большой пакет поправок, по этим законам я еще немножечко пробегусь. И второй момент. Отлично. Так, и второй момент, я напомню про постановление, нормативных подзаконных акта, которые вышли в этом году. Ну, самое первое, 443 постановление правительства Российской Федерации, которое нам рассказывало о том, как нам закупаться, когда президент Российской Федерации объявил режим самоизоляции и, собственно говоря, режим пандемии. Я напоминаю, что в данное постановление были внесены некоторые поправки, которые говорят о том, что в случае необходимости предотвращения развития коронавирусной инфекции и так далее, будут в дальнейшем приниматься решения правительства, президента региона о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции, то на основании 443 постановления, оно не отменено, да, мы будем также проводить закупки, как это у нас было, ну, собственно говоря, в начале года. Далее, важное постановление 961, оно коснулось согласования несостоявшихся закупок конкурентным способом, да, которое, собственно говоря, у нас появилось в связи с поправками 449 федерального закона с 1 июля этого года. И 961 рассказывает, в каком порядке нужно согласовывать, куда направлять. Очень хорошее постановление, на самом деле, мне очень понравилось, что, например, если заказчик направит не в тот контрольный орган для согласования, контрольный орган самостоятельно в течение 2 рабочих дней переправит туда, куда нужно, это все здорово, не как у нас раньше было, обычно, что сделал что-то неправильно, тебе вернут и начинаем все сначала, да. В общем, 961 действительно хорошее постановление, на мой взгляд, но мы возвращаемся к той же самой основе. То есть, когда у нас 44-й федеральный закон был принят, у нас было согласование закупок всех предстоявших. Это была инициатива Федеральной антимонопольной службы, которая говорила, мы должны проверить, а почему она не состоялась. Почему только один участник? Почему вы хотите с одним заключить? Может быть, у вас заточка закупки, да, чтобы специально пришел только один. Или почему всех отстранили, остался только один. Чем он так хорош, да, надо все проверять. И выстроились очереди Федеральной антимонопольной службы. Я помню, это в 2014 году, когда вот это все начиналось. Потом передали возможность региональным полномочным органам проверять такие закупки. Естественно, региональные органы тоже боялись что-то согласить. Вот, а вдруг я сейчас согласую, а потом меня за это посадят. Да? Естественно, говорю, нет, давайте еще раз проводить. В итоге закупки проводили чуть не по 5 раз. Пока все-таки уже там, я не знаю, слезы не выбили вот эту возможность заключиться с единственным поставщиком. А потом, да, у нас, естественно, все согласование отменили, сказали, что есть механизм жалобы. То есть, если закупка уже заточена, участник другой, который не проходит, да, он может пожаловаться, тогда уже будет проверка, как раз внеплан, и будет, соответственно, какое-то решение. Опять же, если участников отстранили по каким-то вот критериям, остался только один, опять же, отстраненные участники, они также пожалуются. То есть, это точечный инструмент, механизм. Но у нас вернулось опять согласование, но благо нам сказали, что региональные и муниципальные заказчики согласовывают заключение с единственным поставщиком по аукционным конкурсам от 250 миллионов рублей, если была начальная максимальная цена, федеральная от 500 миллионов рублей. То есть действительно контрольный орган должен проверить, почему же так совпало, что вот такой один участник, вроде бы цена хорошая, должны были бизнесмены набежать ради этих денег, прям борьбу устроить, но вот почему-то не случилось, да. Идем дальше. 961 постановление еще у нас маленькую поправочку внесло в 145 постановление правительства Российской Федерации. Я напоминаю о том, что у нас пункт 5 применения каталога товаров, работ и услуг немножечко видоизменился. И теперь у нас есть поправка о том, что заказчик не имеет права указывать дополнительные характеристики товаров, работ и услуг, указанных в каталоге, в случае, если они у нас содержатся в перечне 878 постановления. Но здесь сразу хочу обратить внимание, дополнительные характеристики, да, то есть лектор сходится в одном, что если характеристики не указаны, то о каких дополнительных может быть идти речь, да, то есть это не будут дополнительные, это просто будут характеристики тогда. То есть, собственно говоря, то самое медицинское оборудование, характеристики у которого нет, но оно есть в 878 постановлении, при этом, заметим, не зависит от применения национального режима, просто перечень 778, потому что задавали такие вопросы. Вот. Может быть, вы не применяете, может быть, там нету в реестре российской радиоэлектронной продукции, неважно, перечень есть, все, по каталогу мы не имеем права дополнительно. Но если характеристик вообще нету, мы должны описать объект закупки в соответствии с этой статьей. Дальше, 921 постановление у нас как раз таки готовилось строительство к 1 сентября. Ну, во-первых, 921 постановление внесло изменения в 99 постановлении, вот это дополнительные требования к участнику закупки, наличие опыта, да, у нас там расписали пункт 2 первого приложения 99 постановления, у нас
видоизменили, скажем так, все остальные пункты, даже добавили туда, в том числе необходимость иметь опыт на проведение проектно-изыскательских работ для строительства и, собственно говоря, проектирования. Но это все у нас относится к электронным аукционам. Далее, 921 постановление правительства вносит изменения 1085, это у нас, собственно говоря, критерии оценки, и расписывает, как мы можем оценивать закупку на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, сохранение объектов культурного наследия. По факту у нас сейчас оценка производится по критерию квалификации, который имеет значимость не более 40%. И может состоять только из трех показателей. Это общее количество исполненных контрактов, общая сумма исполненных контрактов и максимальная цена исполненного контракта. Можно выбирать все три показателя, можно любые два, можно только один использовать, пожалуйста, на свое усмотрение, но показатели уже заданы. И к вопросу об исполненных контрактах. Что имеется в виду под словом контракта? Читаем дальше 1085 постановление. Там будет сказано, что под контрактом понимается либо сразу весь перечень контрактов, объектом которого является строительство, капитальный ремонт, реконструкция, то есть любые строительные контракты принимаются, либо индивидуальный контракт, соответствующий вашему объекту закупки. То есть если вы проводите закупку на сохранение объекта культурного наследия, то вы вправе затребовать от участника закупки подтверждать выполнение количества, общей стоимости, максимальной стоимости, например, если вы по трем показателям, но только контрактов именно на сохранение объекта культурного наследия, то есть именно по предмету закупки. Ну и 921 постановление у нас в том числе с 1 сентября вносит изменения в 471 решение правительства Российской Федерации, аукционный перечень, и исключает оттуда коды КПД-2 под номерами 41.2, 42 и 43, которые, собственно говоря, заставляли нас раньше проводить на строительство, капитальный ремонт, аукционы. Теперь можно провести в виде открытого конкурса. Далее у нас в национальном режиме два новых постановления 616 и 617. 616 у нас устанавливает запреты на промышленные товары согласно перечню, 617 дает у нас ограничения, все согласно правилу третьего лишнего. Также для здравоохранения, ну их сегодня нет, как они признались, да? Так вот, по здравоохранению хотелось бы обратить внимание на приказ Минздрава 1064-Н о обосновании начальной максимальной цены лекарственных препаратов, и недавно вышел приказ Минздрава 450-Н об обосновании начальной максимальной цены медизделий. Итак, чуть-чуть поподробнее касательно наших антикризисных поправок. 98-й федеральный закон уже дан, Анзор осветил то, что у нас действительно 9-й пункт полностью изменили, добавили в закупку единственного поставщика 56-й пункт для закупок для нужд Министерства обороны. Естественно, у нас применением, уже было сказано, обеспечение исполнения контракта в случае, если у нас закупка для субъекта малого предпринимательства, можно ее не использовать. У нас немножечко проговорили момент о том, что субъект малого предпринимательства, с которым заключается контракт, если мы проводили закупку по 30 статье, представляет 3 контракта, он освобождается не только от обеспечения исполнения контракта, но и от обеспечения гарантийных обязательств, если они были включены. Изменения коснулись в том числе и статьи 112, помимо всего прочего о том, что вот было сказано, что есть списание неустоек в связи с пандемией участнику закупки, неустоек штрафов, пений. Также было дополнено статья, частями 64-65, которые говорят о том, что вправе не требовать обеспечения. И в том числе у нас в 112 статье есть разговор о том, что у нас можно внести изменения в, собственно говоря, заключенные контракты, изменить их существенные условия, если повлиял на исполнение наш коронавирус. Но не забываем о том, что если мы продлеваем, например, срок контракта, есть банковская гарантия, которая его обеспечивала, необходимо будет получать новую, например, банковскую гарантию уже с новым сроком. И вот касательно работы с обеспечением, также у нас в 112 статье в частях было зашито. Касательно национальных проектов, 449 федеральный закон, в 112, опять же, заключительных положениях у нас внес такой момент о том, что правительство России, органы госвласти вправе определить национальный объект капитального строительства, для которого действительно можно и проектирование, и строительство, и поставку медицинского оборудования, если она требуется таким проектом. 98-й федеральный закон убрал слова о том, что это только нацпроекты, то есть органы госвласти, правительства и даже администрации было добавлено вправе просто определить объекты до
собственно говоря, 1 января 2024 года, объекты капитального строительства, на которые можно будет провести закупку в виде аукционного конкурса на проектирование, строительство и даже установку не только медицинского, просто оборудования, если проектом такое предусмотрено. Касательно 124 федерального закона уже, собственно говоря, огласил о том, что вносятся изменения во множество моментов законодательства. Я напомню о том, что статью 45, в том числе 124 федеральный закон, затронул и поменял слово «российская кредитная организация» на слово «банк». Закупку единственного поставщика увеличил с 300 до 600 тысяч рублей. При этом я помню вот этот вопрос, то есть у нас же раньше пункт 4 был до 100 тысяч рублей. Все понимали, что это закупка малого объема, да, то есть до 100 тысяч рублей. Почему единственного поставщика? Потому что нету смысла там делать документацию, проводить конкурентно, никто не выйдет. В общем, гораздо проще просто закупиться напрямую. Но есть стоп-слово 2 миллиона, да, либо 10%. Раньше было 5. Потом у нас подняли планку до 300 тысяч рублей. Естественно, многие задали вопрос. До 300 подняли, здорово, цена контракта по 4 пункту до 300 выросла. А почему общий лимит не вырос? Правительство ответило на это, что средняя стоимость такого контракта по пункту 4 заключаемого где-то 50-35 тысяч рублей, то есть, не больше. Поэтому поднимать планку их заставил только один момент, когда у заказчика начинается дробление из-за срочной закупки. То есть кому-то нужно купить там на 150 тысяч рублей и начинают немножечко ее дробить. Вот чтобы не дробили, сказать 300 тысяч рублей вам на всякий случай хватит. Сейчас подняли до 600 тысяч рублей, 2 миллиона так и не изменили общий объем, либо здесь подняли до 10% совокупного годового объема закупки. То есть если раньше было 5, то многобюджетные учреждения теперь могут радоваться, потому что теперь это до 10% было поднято. Но все равно планка не более 50 миллионов всего. С 1 июля у нас были внесены касательно требований к обеспечению, уже были оговорены. Я хочу только напомнить, что все вот эти требования к обеспечению можно было применить контрактом до 1 июля, заключив соответствующее дополнительное соглашение. 124 федеральный закон давал такую возможность, то есть если у нас, например, по закупке субъекта малого предпринимательства было установлено требование обеспечения, и 124 федеральный закон говорит, что можно теперь его не устанавливать, можно было заключить дополнительное соглашение, собственно говоря, это обеспечение исключить из требований контракта и, собственно говоря, применить нормы до 1 июля. Дальше, очень приятное изменение, но только с 1 января это все вступит. Изменение следующее. Федеральные законы, которые вносят изменения 44 федеральный закон в части закупок, планирования, контроля, мониторинга, аудита будут вступать в силу только с 1 января следующего года. То есть вот в этом году мы получили здоровенный пакет всяких законов. Вот в следующем году, если это изменение вступит, мы прекрасно понимаем, что завтра выйдет новый федеральный закон, который отложит дату вступления в силу вот этого изменения, 124 федеральный закон, да, и может перенести это, например, на 1 июля 2021 года. Но если ничего не произойдет и действительно вот эта поправка вступит в силу, то в следующем году, если у нас будут принимать новый федеральный закон, опять менять 44 федеральный закон, то они все будут вступать только с 1 января уже 2022 года. То есть целый год мы не меняем нашу закупочную жизнь, собственно говоря, ждем только следующего года. Но если закон будет вносить изменения в 44 федеральный закон уже после 1 октября, то вступать он имеет право в силу только по истечению 1 года, то есть еще целый год и только с 1 января следующего за ним. То есть если что-нибудь после 1 октября 2021 года примут, то только с 1 января 2023 года оно сможет вступить в силу. Это, конечно, очень здорово. Во-первых, наверное, для заказчиков, да, потому что можно будет привыкнуть хотя бы к своей закупочной деятельности. Это очень здорово для электронных площадок, которым не нужно будет гнаться опять за изменениями закона, гнаться за изменениями единой информационной системы и гнаться, естественно, за потребностями заказчиков. Так, и второй момент, с 1 января следующего года комиссия по осуществлению закупок обязана будет проверять участника закупки на том, что данное юридическое лицо не привлекалось к административному правонарушению по статье 12.28. То есть задачу взят. Сейчас я напоминаю, что комиссия, вот этот пункт, который участник декларирует его, вправе проверить. То есть комиссия не обязана, но вправе. Да? С 1 января следующего года уже будет обязан, потому что у нас прокуратура пообещала передавать сведения в единый реестр участников закупок касательно вот этого реестра привлеченных за взятку за прошедшие 2 года. И, собственно говоря, эти данные будут структурированы, они будут попадать в ЕРУЗ, а с ЕРУЗа на площадку, площадка вам сразу покажет, привлекался или нет.
То есть будет и обязанность, и, собственно говоря, будет и информация об этом. Идем дальше. То, что у нас, собственно говоря, изменения произошли с 1 июля в рамках 449 федерального закона, у нас появился механизм. То есть я еще раз напомню, что у нас в случае, если закупка конкурентная, электронная, признана несостоявшейся, раньше у нас что был? Пункт 25.1, это аукцион конкурс несостоявшийся, 25.2 запрос котировок, 25.3 запрос предложений в электронной форме, признан несостоявшимся, есть одна заявка. Дальше я напоминаю, что у нас были внесены изменения в пункт 25, которые говорили о том, что в случае, если запрос предложения в электронной форме признан несостоявшимся и нету ни одного участника, то есть все отстранены, либо никто не вышел в торги, заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком, которого найдет самостоятельно на условиях документации не выше начальной максимальной цены, но только после согласования с контрольным органом и получения соответствующего разрешения. То есть запрос котировок — это реально был выход, когда у нас аукцион не стоялся, так можно бесконечно, и никто не выйдет. Можно было после стоявшегося аукциона, то есть запрос предложений, и там уже просто найти кого-то, хотя бы одного участника, который на это согласится. Так вот, по всем остальным электронным процедурам, да, у нас были пункты. Так вот, с 1 июля вот эти пункты 25.1, 25.2, 25.3 утратили свою силу. Пункт 25 был изложен в новой редакции. Теперь все моменты несостоявшейся электронной процедуры изложены в этом 25 пункте, в том числе и возможность заключения контракта в случае отсутствия заявок по запросу предложений. Я напоминаю, по запросу предложений согласование в этом случае требуется от 1000 рублей. Да? Остальные моменты у нас требуется согласование в соответствии с частью 5. У нас появилась часть 5, 6, 7, и так до 11 части статьи 93, которая расписывает механизм согласования несостоявшейся закупки. Но я напоминаю, от 250 миллионов рублей муниципальный государственный уровень, от 500 федеральный. И вот здесь сразу проблема. Дело в том, что у нас 1 июля, что еще должно было быть по 449-му? Запрос котировок в электронной форме по новым правилам. Совершенно верно. Запрос котировок по новым правилам, он у нас должен был быть как? Он должен быть описан в статье 82.1 весь полностью. Как сейчас запрос предложений в одной статье написан, вот так запрос котировок вот, в рамках изменений тоже в одной статье 82.1. А статья 82.2 по статье 82.6 должны были утратить свою силу. И статья 82.1, вот эта новая, в своей 14 части содержит указание о том, что запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка у нас имеется, заключается контракт по пункту 25. Но запрос котировок у нас передвинули. Сейчас у нас запрос котировок что говорит? О том, что заключение контракта по пункту 25.2, который что? Правильно утратил свою силу. Открывая пункт 25, он говорит, можно заключить запрос котировок в соответствии с частью 14 статьи 82.1. Части 14 там просто нет. Ну, мы как бы сейчас сошлись на мнение, что законодатели просто этот момент не вычитали, но все прекрасно понимают, что если одна заявка по запросу котировок, ну, действительно придется как-то заключать, как с единственным поставщиком, иначе, ну, вот, даже смысла как бы нету, да, по-иному. Касательно порядка согласования, у нас есть 961 постановление, собственно говоря, оно более детально расписывает общие требования закона в соответствии с частей, начиная с 5 по 11, 93 статьи, нам рассказывает о том, что заказчик должен в течение 5 рабочих дней направить в контрольный орган заявление о согласовании, контрольный орган в течение 10 рабочих дней и проведение внеплановой проверки, ну, на основании вот этого обращения как раз, да, еще нужно обращение. Вот, проведение внеплановой проверки либо согласовывает закупку единственного поставщика заключения контракта, либо отказывает согласование на все про все вот, не более 15 рабочих дней. И при этом правительство своим постановлением уже все это расписало. Заключение контракта после согласования у нас срок имеет не раньше, чем через 10 дней с момента объявления итогов по этой закупке. Ну, как обычно, да, нужно выждать 10 дней. Но и не позднее 20 дней с даты получения согласования по заключению такого контракта. Так, касательно постановления правительства 961, ну, наверное, не буду сейчас очень сильно тратить время, надеюсь, вы его тоже прочитаете. Скажу только следующий момент. До 1 июля 2021 года согласование закупки единственного поставщика, аукцион производится без использования единой информационной схемы. То есть это на бумаге. Есть форма, то есть заявление о согласовании закупки с единственным поставщиком. Там нужно будет полностью расписать и полное наименование контрольного органа, и информацию о закупке, об участнике, с которым заключается, указать даже
код протокола, который был сформировался, на основании которого будет заключение с единственным поставщиком по несостоявшейся закупке. Код я, собственно говоря, выписал, но только для электронной формы, естественно. И, что очень интересно, да, вот к обращению документация закупки, документы, предусмотренные извещением в проведении закупки, все протоколы, заявки, в общем, вся информация по закупке на бумаге предоставляется в контрольной форме. Так было раньше по жалобам, да. То есть два сильных мальчика берут коробку, как мне рассказывали, в одном регионе, там просто девушка такая хрупкая, отвечает закупку, говорит, у нас как жалоба, так все, это вот два сильных мальчика, вот коробку с документами понесли, потому что я, одна хрупкая девушка, не могу донести, слава богу, жалобы начали рассматривать в электронной форме. Но до 1 июля в электронной форме у нас этого не будет. Дальше, естественно, там площадка будет автоматически всю информацию отправлять, ЕИС все это будет отправлять, но пока на бумаге. Но и, сказано, и при наличии технической возможности на съемном машинном носителе информации. Ну, если вы можете, в том числе еще и на флешечке. Так, идем дальше. Общий момент касательно согласования я сейчас, наверное, не буду так долго перечислять. Я думаю, эта презентация здесь останется, и можно будет ее потом индивидуально каждому скачать. Наверное, скажу только основания для отказа в согласовании закупки единственного поставщика, но основания такие адекватные, да, то есть это неправильный выбор способа определения поставщика, проведение закрытой закупки без согласования с федеральным органом, описание объекта закупки, влекущие ограничения участников, установление требований к участникам с нарушением законодательства и нормативных подзаконных актов, сокращение предусмотренного сроком законом срок подачи заявок на участие, необоснованное отклонение заявок, несоответствие заявки заключение контракта, с которым согласовывается требованиям документации извещения, несоответствие вот этого единственного поставщика, части 1, части 1.1, 2, 2.1, статьи 31. Ну, то есть, собственно говоря, вот такая полная проверка, действительно, что у вас чисто закупка, и действительно так совпало, что ну, вот один участник, и придется с ним заключаться. Касательно закупок по каталогу, ну я в принципе уже сказал, что у нас 961 постановление также внесло изменения в 145-е. Пожалуйста, обратите внимание о том, что у нас есть запрет, да, на установление дополнительной информации, если вы закупаете товар из перечня 778. Даже не важно, применяете вы в этой закупке национальный режим или не применяете. Для чего все это было сделано? Сделано это было для того, чтобы заказчики все-таки закупали отечественный каталог радиоэлектронной продукции, потому что мы не хотим отечественный ноутбук «Витязь», который весит 30 килограмм, поэтому мы придумываем какой-то такой момент, почему вот есть такая функция, которой нет в каталоге, она нам не подходит, мы хотим импортное купить. Вот чтобы заказчики вот это все не придумали, сказали, вот есть каталог, да, я понимаю, что сервер, по нему очень страшно покупать, там не так уж много характеристик было, но нам обещали до 10 характеристик добавить в каталог, якобы вам, как заказчикам, этого должно будет хватить, не знаю, мне заказчик говорит, МФУ 10 характеристиками не обходится, но все равно до 10. Вы эти характеристики устанавливаете, и все, это как бы нормально, вот то, что вы хотели, вы получите. Что-то там придумать свое, чтобы купить импортное, уже не надо. Ну вот как бы для национального режима. 921 постановление. Еще раз напоминаю, что 99 постановление у нас, которое устанавливает дополнительные требования к участникам закупки, в частях, точнее в пунктах со 2 по пункт 27 претерпело изменения. Требуется подтверждение контракта за 5 лет, а не за 3 года на выполнение там, строительства. Ну, собственно говоря, у нас требуется контракт в соответствии с данным пунктом. То есть, если мы закупаем капитальный ремонт, то требуется подтверждение выполнения работ именно по капитальному ремонту. Если у нас строительство, то по строительству. Если у нас проектирование, то, соответственно, проектирование. Основной вопрос, который здесь задают, это пункт 2 и 2.1. Он говорит о том, что в случае проведения аукциона, да, вот этого дополнительного требования к участнику, требуется от участника подтверждения опыта исполнения соответствующего контракта. Да, для муниципальных нужд от 5 миллионов это требование устанавливается, для муниципальных региональных. Для федеральных. У нас еще 5 минут, хорошо, у нас мы залегали выше. Для региональных от 10 миллионов. Вопрос от 5 до 10 миллионов, какой размер исполнения контракта, потому что требуется выполнить контракт, и там только от 10 миллионов говорится хотя бы 50% от начальной максимальной цены. Ответ хотя бы просто контракт на, собственно говоря, строительство или капитальный ремонт. Цены нету, просто опыт исполнения получается у нас. Так, ну
В принципе, да, основные моменты я уже здесь согласил. Теперь, наверное, перейду к вопросу, какая у нас боль в рамках площадки. Ну, все-таки немножечко еще освещу 249 федеральный закон. В двух моментах. Я напоминаю, у нас установили квоту, да, то есть уже скоро со дня на день будем ждать постановления правительства, которое будет определять. Как я сказал, уже в проекте оно есть, определение, ну, проведение таких закупок, в основном заточено под 617 постановление, то есть, ну, в первую очередь, будет некий перечень товаров, работ и услуг, по которым будет установлен некий процент, который вы должны будете закупить российского. Из инсайда информации от нашего разработчика слышал о том, что даже по 126Н преференции российским товарам будут до 25% в ряде каких-то случаев, которые будут заказчики сами устанавливать. То есть уже технически мы к этому готовимся. Ну и просто сказал. Так. Еще одна новость о том, что Минфин России разработал проект методической рекомендации по обусловлению начальной максимальной цены в закупках. То есть, если мы сейчас используем методические рекомендации Минэкономразвития, утвержденные приказом номер 567, то, собственно говоря, со дня на день мы ожидаем нововведений. Ну и теперь касательно ключевых моментов по работе с площадкой. Ну, первый момент, да, вход на площадку электронную, многие задавали вопрос. То есть участник закупки должен знать, что, ну, вход через систему госуслуги для поставщика, да, то есть это единая система, идентификация, аутентификация, то есть подтверждение, что ты, это подпись, твоя подпись действительно. Но если сайт госуслуги, вот эта система не работает, у нас есть требование о том, чтобы электронная площадка идентифицировала участника по цифровой подписи. То есть это вопрос для участника, который скажет: ой, я сегодня не мог зайти на торги, потому что площадка не работала, меня не запускала. Площадка работала, просто нужно было нажать на кнопку «Войти по электронной подписи» и спокойно можно было бы зайти, потому что сайт госуслуги в этот момент не работал. Естественно, на эти случаи у нас предупреждают. Заказчики входят сразу напрямую по электронной подписи, они все есть, вся информация с единой информационной системы перекочевала. Вопрос только иногда касательно логина и пароля. Следующий момент. Дополнительная аккредитация участников. Очень большая боль для площадки. Очень много вопросов, очень много с этим проблем у нас возникало. Потому что вот эта дополнительная аккредитация, по 99-му постановлению, в случае проведения электронного аукциона, участник закупки должен сначала подать документы на соответствующий пункт, к примеру, пункт, опять же, 2 на строительство, должен подать соответствующие документы на площадку. Хотим участвовать на площадке Текторг, направляем на площадку Текторг контракт и все документы о его исполнении в ходе объекта эксплуатации. Хотим участвовать на площадке Сбербанк, направили туда и так далее, по всем 8 федеральным площадкам. Капремонт, пожалуйста, отдельным пунктом 2.1 точка идет, да? То есть, соответственно, если заказчик разместит закупку и скажет дополнительное требование в соответствии с пунктом 2.1.99 постановления, мы имеем аккредитацию по пункту 2.1 до какой-то стоимости, мы сможем принять участие в закупке. А лайф его будет? Да, До аккредитации. У нас по закону до 5 рабочих дней это, вот это проверка документов на аккредитацию, потому что это живые люди здесь проверяют. Но, естественно, все электронные площадки за денежку, да, совершенно верно, ускорение. Так, в общем, по вот этим дополнительным документам это большая беда. И вторая беда, она заключается, знаете, в чем? То есть участник закупки, да, он приложил некоторые документы, они, может быть, недостоверны, но он прошел аккредитацию площадки, все, технически она допустила. И в состав заявки участник закупки в дополнительные файлы, это как раз следующий слайд, прикладывает нормальные документы от его соответствия. Вопрос, как заказчику рассматривать такого участника. Да? С одной стороны, вроде как заявку там есть листа, можно прикрепить, в том числе какие-нибудь там ИНы или еще куда-нибудь. Документ о том, что действительно вот у него есть опыт выполнения контракта, который он буквально вот вчера только завершил, а раньше он не мог его предложить. Но на площадке он как-то эффективно там в фотошопе сделал закрывающие документы и пролез, собственно говоря. Площадка вам предоставляет именно документ, который он предоставил в рамках аккредитации, да, с одной стороны, и за это он должен быть отстранен, потому что документа на самом деле нету, там, контракта. Но с другой стороны, в составе заявки есть этот документ. Но ситуация, конечно, сложная, здесь надо и со стороны ФАС посмотреть, но, на мой взгляд, если мы этого участника допустим, это будет, как сказать, необоснованная преференция перед другими участниками, которые могли бы сказать: а я вообще мог не аккредитовываться, да, а просто в состав заявки прикрепить документ, зачем тогда вся вот эта вот абракадабра с доп. Аккредитацией, собственно говоря, нужна. Вот, поэтому да. Касательно самой заявки, вопрос касательно страны происхождения товара. Во-первых, я напомню, что в прошлом году у нас было постановление правительства 1401, очень много вопросов по этому поводу было. Установили единую форму заявки на участие в закупке. Да? Зачем это нужно? Чтобы заказчики, вот скачивая с площадки заявку, печатная форма везде одинаковая, на любой площадке, правительство установило эту форму.
Второй момент, контрольный орган, они везде распечатаны, на любой площадке вот эта формула будет одинаково установлена правительством, вордовский файлик одинаковый. Но правительство это установило так, что, во-первых, наименование страны происхождения товара, а если мы 50 товаров закупаем, как участник закупки сказать, какой товар из какой страны у нас, собственно говоря, происходит, да? Можно просто перечень стран накидать, но непонятно, опять же. Второй момент, товарный знак, то есть у нас есть такое текстовое поле, вот, в соответствии с этим, если у нас, возвращаясь к вопросу, 50 товаров, да, вот как нам, через запятую или что, как писать. Естественно, есть документы, просто документы, как мы привыкли всегда, а может быть экселевская некая вот форма, есть характеристики товаров, наименование, страны происходит, все равно, то есть заказчик может, либо вот участник на площадке может страну указать, то есть информацию предоставить, все честно. С другой стороны, он может это в файлике, да, то есть заказчик иногда говорит, ой, в файлике он не написал, отстранил его, но так на площадке он выбрал страну, например, Российская Федерация, сказал, что они все из Российской Федерации, да, то есть он может это сделать и через площадку, потому что будьте бдительны, есть инструменты такой и такой. Но если ни там страны нету, но при закупке товара он обязан это указать. Следующий момент, есть на площадке вот такая выборка, две штучки. Участник сам говорит, у меня все товары российского или евразийского происхождения. Это не страна происхождения, это просто у меня товары Евразес, все. Второй вариант, у меня иностранный товар. Без конкретной страны. Зачем это нужно? Это нужно площадке электронной. Для того, чтобы при аукционе, во-первых, участнику закупки направить информацию о том, что среди конкурентов есть участник с российским товаром, или кто будет претендовать на преференцию. Есть такое требование в законе. А как площадка узнать, есть среди них реально с российским или там иностранным? Нету. Вот нужно какой-то такой идентификатор. Для заказчика это не является подтверждением страны происхождения или декларированием. Это просто как говорится, для общей информации. Включая, что площадка сама может сформировать протокол, указать, что среди участников есть участник, предлагающий иностранный товар. Да, есть такое требование в протоколе писать. Площадку, вот если вот эта галочка там будет поставлена, она все это сделает. И в том числе заказчик может эти галочки менять, если участник обманывает. Он думает, что я из России, значит у меня весь товар российский, но на товаре написано Made in China, да? Соответственно, заказчик, посмотрев документы, видит, что один товар иностранный, значит галочку может поменять. Эта галочка важна при проведении запроса котировок. Внимание, вот здесь момент какой? У нас же запрос котировок площадка сама определяет победителя. А если у нас 126М и преференция, нам нужно взять участника с российским товаром, иностранным, и вот участник с российским, его цену посмотреть, как будто бы она на 15% дешевле. Как площадка узнает, что он российский, а этот иностранный, что у нас 126М применяет? Естественно, только по вот этому маркеру. А заказчику надо будет действительно показать на маркер, что вот этот да, этот нет. Как-то вот это вот тоже внимание, пожалуйста, обращайте, иначе у вас победит иностранный, а вы потом будете говорить, вот, занял первое место, хотя должен был быть участник с российским, да, у него цена выше, на 15%. Потому что дальше на площадке не забывайте про сроки. Вот буквально на Мидне у нас произошла такая проблема. У нас по аукциону срок подведения итогов какой? 3 рабочих дня, да? Закон говорит, 3 рабочих дня подведения итогов по аукциону. Но так общий срок рассмотрения, в том числе за 3 рабочих дня, формируется протокол, который замещается не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания. То есть, если на 3-й рабочий день я рассмотрел, сделал протокол, то я могу его завтра разместить. То есть, по факту, получается 4 рабочих дня, если протокол был подписан на 3-й рабочий. И площадка подсказывала о том, что 4 рабочих дня крайний срок публикации протокола, а заказчик подписывал их все на 4-й рабочий день. Поэтому, первое, заказчик должен знать сроки процедур, помните об этом, да, то есть не полностью слепо полагаться на площадку. Естественно, не забывайте, что площадка тоже сроки показывает, она тоже, хоть она и машина, но она может ошибаться, потому что ее делали люди. Опять же, бывают проблемы со взаимодействием с ЕИС, потому что протокол итоговый сегодня не ушел, потому что ЕИС лежал, не принимал, ушел завтра. Площадка уже 5-дневный срок направления контракта начала отчитывать уже сегодня, хотя протокол итоговый был только завтра, например, да, и 5 дней на направление контракта победителям мы должны от завтра считать. Здесь вопрос как бы самой площадки, если есть такие нарекания, неправильные сроки, обязательно сообщайте в техническую поддержку и так далее. Площадка должна все это фиксировать, устранять. Касательно самих протоколов, естественно, множество проблем. Во-первых, площадка сама не может принять решение за заказчика, поэтому если вы забыли проставить кто, что, чего допущен, не допущен, это не произойдет, мы ждем решения. Просрочили срок публикации протокола, как говорится, отвечать придется перед законом. Дальше, площадка может автоматически формировать протокол. Я не говорю про TikTok, я вообще говорю, большинство площадок, не все, да, сейчас могут сами за вас сделать шаблон протокола. Но не забудьте его проверить, вдруг там что-то не так, текст поплыл, или еще что-нибудь могло возникнуть. Потому что, например, по конкурсу у нас возникали проблемы, что
нужно было указать порядок оценки заявок, требований там, к участию и так далее. Это все в документации содержалось, площадка не могла это из документации взять, и поэтому в протоколе, в этой форме, вот в вордовский файле, который нам предлагали распечатанный, содержалось место. Вставьте сюда, там, ваша это из документации. Заказчики не обращали на это внимания, просто слепо доверяя площадке, публиковали такие протоколы. Естественно, потом приходилось как-то помогать, взаимодействовать в этом плане. После публикации протокола вносить в него изменения нельзя. Поэтому, если вы сегодня смотрели заявку, комиссия приняла решение, сегодня все разместили, оно ушло вниз, все. Если вы что хотите переиграть, ну, по закону, да, то получается жалоба на себя, потому что у нас есть независимый регистратор, он фиксирует весь обмен информацией между площадкой и информационной системой. Здесь вот уже мы беспомощны, да, что-то там как-то сделать, переиграть, это незаконно получается. Есть выход на площадках, опять же, не только на ТикТоке, есть такая вещь, как отложенная публикация. Вы можете сами указать крайний срок, когда подписанный протокол будет отправлен в ЕИС. Например, сегодня, но только в 10 часов вечера. До 10 часов вечера вернуться обратно на работу, быстро переиграть решение, если комиссия вдруг узнала, что в документе там содержалась сложная информация, например, у вас есть время, вы это сможете сделать. Дальше. Невозможность отстранения участников, кстати, здесь вот федеральный правопорядок тоже заметил. Был очень интересный случай. Заказчик закупал услуги автострахования, значит, у нас есть в Центральном банке минимальная планка вот этой вот стоимости ОСАГО. Вот. Участник закупки, это был конкурс, участник закупки предложил цену контракта ниже вот этой минимальной стоимости. То есть он по факту нарушает законодательство, нарушает инструкцию Центрального банка, то есть он не имеет права так получаться. Благо заказчик прописал, что цена контракта не должна быть ниже планки вот этого Центрального банка. Ну, когда мы цену по конкурсу узнали? Только после того, как вторые части рассмотрели, квалификацию, все здорово, опубликовали, теперь мы должны просто подвести итоги, где мы должны оценить уже с учетом цены контракта. Отстранять нельзя. Участник закупки предлагает нам, что цену контракта, который противоречит законодательству, то есть, по сути, он сам по себе теперь не соответствует требованиям закона, да, нарушает закон. Мы должны его отстранить. На итогах по конкурсу отстранять нельзя. ЕИС не принимает. То есть площадка говорит, мы готовы сделать отстранен, ЕИС эту информацию не примет. Они это не понимают. Выход какой сделал заказчик? Он поставил 0. Оценку 0 по цене этому участнику. Он не занял первое место, у него 0 по цене. Жалоба ФАС признает действия заказчика незаконными, но требует отстранить этого участника на подведение итогов, потому что цена только там. На что площадка дает ответ: на итог мы отстранить никак не можем физически, потому что ЕИС. Вот такая вот уже проблема. И это была первая проблема. Вторая ласточка тоже вот недавно буквально прилетела, опять же из-за неправильной цены, вопрос как делать. То есть единственный выход — это действительно не оценивать цену, которая нарушает требования законодательства. Ну вот как-то так, поэтому можно попробовать себя как-то предупредить в этом плане. Так, касательно контрактов. Площадка не проверяет приложенные победителям документы, то есть обеспечение и так далее, да, есть файлы. Площадка не будет смотреть, что он туда приложил, он может и картинку приложить, поэтому не забывайте, что участник закупки, то есть он может платежку, он может соглашение с банком о представлении банковской гарантии, то есть вы должны в соответствии с законом действовать. То есть сказано информацию об обеспечении, он напишет вам письмо, что я вам переведу деньги, значит, все, вы спрашиваете бухгалтерии, деньги есть, деньги обеспечения пришли, все, можно заключать, да? Он информацию предоставил, нет в законе указать, что именно платежное поручение, там скан банковской гарантии. Дальше, площадка не потребует от участника закупки подтверждения ценообразования по части 9 статьи 37, это антидемпинговые меры, да, когда 25%, но мы закупаем, предметом закупки является товар, необходимый для нормального жизнеобеспечения, лекарства, топлива, средств скорой, в том числе неотложной медицинской помощи. Да, если у нас такое снижение, он должен подтвердить, откуда у него такая цена, что он может там это все поставить. Часть 9 статьи 37. Вот о том, что это жизненно важно, вы устанавливаете как заказчики в извещении галочку, там есть такая, и площадка теперь знает, что в случае падения появится отдельное поле, где надо будет от участника это требовать. Заказчик забыл поставить эту галочку, у нас начались проблемы. Потому что участник говорит, от меня ничего не требовали, заказчик говорит, я его сейчас отстраню, он не предоставил. В общем, была беда. Так, процент снижения, опять же, касательно антидемпинговых мер, тоже, пожалуйста, будьте очень внимательны. Площадка может начать требовать от участника закупки применения антидемпинговых мер, то есть обеспечение 1,5 раза, но из-за того, что округлила процент. На самом деле процент снижения будет 24,95, но она округлила до 95%.
процентов ровно, и все считаю, что будут такие демпинговые меры. То есть уже сталкивался с этой проблемой, вроде как механизм, ну, по крайней мере, торг должен быть отлаженный, но на всякий случай тоже будьте, пожалуйста, очень внимательны при округлении, да, то есть тут посчитайте, надо применять или нет. Василий, Да, все, хорошо, закруглился. Так, да. Если кто-то размещается на торге, на всякий, да, вот я обещал контакты человека, отдельно назначенные на площадке, в случае размещения, там, закупки на торге, вопросов и так далее, можно с этим человеком напрямую общаться, не через какую-то общую техподдержку или еще что-нибудь. Вот, прям отдельно. У меня все, спасибо большое.